В горном селении Эрзи, что значит «орел», в Ингушетии, на протяжении многих веков хранился уникальный памятник искусства – орел Сулеймана. Фигура, изготовленная из бронзы, инкрустирована серебром и медью, четко передает пластику орла и его грозный, грациозный вид. Высота статуэтки 38 сантиметров. Внутри полая, пустотелая. Вес 2,5 килограмма. На шее орла выгравирована надпись на арабском языке, в переводе на русский гласящая: «Во имя Аллаха, Всемилостивого, Всемилосердного». С противоположной стороны выбито имя мастера-изготовителя – Сулейман, и дата изготовления – 189 год хиджры, что соответствует 796-797 году по григорианскому календарю. На груди фигуры в верхней ее части выгравирован большой медальон. Орел Сулеймана является самым древнейшим, точно датированным образцом раннемусульманских арабских бронз. Ни в России, ни в мире не существует более раннего арабского документа, чем орел Сулеймана. Наверное, единственное, что достоверно известно нам, этот орел был найден в Горной Ингушетии, а по существующей легенде он вместе с кистом в период первых крестовых походов переселился этот кист в Горную Ингушетию. Сначала приехал в Абхазию, оттуда в Грузию, и потом переселился в Ингушетию. И многие считают, существуют и легенды, и различные предания, в которых говорится, что жители горного селения Эрзи это были те ингуши, которые первые приняли ислам, и поэтому именно этот кист обосновался в горном селении и, соответственно, привез с собой этого орла, и он у них из поколения в поколение передавался старшему в роду, и таким образом мы знаем, что вот имеющиеся предания говорят, что более 600 лет он находился в Ингушетии, и вот его очень бережно хранили. А в 1931 году Ингушский государственный музей краеведения приобрел этот экспонат. В 1931 году орел был выкуплен у жителей селения Эрзи Ингушским краеведческим музеем и на протяжении многих лет экспонировался в стенах музея в городе Владикавказе. После объединения Ингушской и Чеченской автономных областей в 1934 году произошла передача экспонатов Ингушского краеведческого музея в Чечено-Ингушский музей краеведения. Однако осенью 1939 года этот великолепный памятник арабского культурного мира был передан в Государственный Эрмитаж, в отдел Востока. Но чем же на самом деле являлась бронзовая фигура орла? Автор статьи «Бронзовая фигура орла» Кисаев в сообщениях Государства Эрмитажа в 1940 году внимательно изучил поверхность фигурки и подробно описал ее. Он справедливо отмечает: описываемый памятник давно известен в научной литературе, но ошибочно истолковывался исследователями как плоскостное изображение какого-то герба в виде орла, высеченного, может быть, на каком-либо здании. Сам же Кисаев определяет эту фигурку как курильницу. Однако при сравнении с курильницами, выставленными в Эрмитаже, можно обнаружить ряд признаков, критично отличающих орла Сулеймана от курильниц. Во-первых, это отсутствие обязательной составной части фигурки для удаления предметов горения. Во-вторых, это отсутствие достаточных вентиляционных отверстий для доступа кислорода и выхода дыма. Есть и другая версия, что это водолей, но и эта версия ошибочна, так как большое отверстие внизу фигурки, а также большое количество мелких отверстий на головке не позволяют наполнить ее жидкостью, удержать ее и равномерно вылить из фигурки. Здесь много лет размещался кабинет заведующего отделом Востока. Здесь работал Владимир Ильич Луконин, здесь работал Анатолий Алексеевич Иванов и работает сейчас крупнейший наш специалист, мировой специалист по исламскому искусству. И у нас есть целый ряд сюжетов, которые мы время от времени обсуждаем снова и снова и снова. И одним из этих сюжетов является вот этот орел
Это действительно один из шедевров мусульманского искусства. И самый первый точно датированный. Точно датированный. Вот здесь вот тут по краю идет арабская надпись, которая содержит благословение хозяину, и дальше идет имя хозяина Сулейман. Да. Дата у нас 180 год хиджра, то есть 796-97 год нашей эры. Да, изготовлен он, Алексеевич, все-таки получается, что Ирак, Сирия... Вот где-то, ну, в общем, центральные районы халифата. Ну, центральные районы халифата. Не Иран, вот, хотя я иронист, но не Иран. Вот не Иран. Вот, видите, то есть это совсем Ближний Восток. Да. Я бы сказал, я арабист, поэтому мне приятно слышать, это все-таки ближе, это Арабский Восток, скорее всего. Дальше попадает на Северный Кавказ. Обнаруживают его уже в наше время. В 19 веке. В 19 веке. Да, наши 3 века уже не наше время. Мне кажется, хочется говорить наше время. 19 век. Нынешней Ингушетии. Используется он в качестве тотема одного из кланов. Да. Как он стоял? Отверстие вон тут есть. Значит, скорее всего, да, скорее всего, был штандартом да, таким. Мог служить. Замечательный символ и штандарт. Не всегда был штандартом. Это, в общем-то, бывает. Этот музей тоже не всегда был музеем, он был когда-то дворцом. Стал музеем. Хуже, лучше, это кому судить. Мы сегодня за 75 лет, 74 года точно, 39-го года, впервые ингуши сидят рядом с оригиналом. Художник Оздоев Дауд Османович на протяжении 30 лет изучал орла Сулеймана. Он собирал любую информацию об орле и накопил огромное количество материалов, поставив новые вопросы в изучении этой фигуры. Этому предшествовала большая работа по изучению различных источников, разного рода консультации со специалистами в различных областях науки и культуры, от способов литья бронзы до бытования предметов. Объединив все имеющиеся сведения, он пришел к выводу, что эта фигура является штандартом. Здесь припаивал кто-то специальный, вот эта специальная штучка, флаг, чтоб куда-то видеть. Шаг. Мало того, что он отсюда крепился, он еще и отсюда. И ножками крепился. Эти ножки были... Двигались много раз, конечно. Но сделано просто было великолепно. Отлито было великим мастером эта работа. На орле имеются множественные следы от колющего и рубящего оружия. Так не обращаются ни с курильницей, ни с водолеем. И, по всей видимости, этот орел в качестве детали военного штандарта участвовал во многих битвах и сражениях. К тому же на голове орла имеются 2 дужки, сквозь которые проводились спицы, на них висели кисти. И еще одно отверстие с очень сложной резьбой для крепления древка штандарта. В нижней части находится крупное отверстие диаметром 2,5-3 см, предназначенное, по всей вероятности, для крепления фигуры на древке штандарта. На основе древнего штандарта художником создан макет штандарта. Что такое штандарт? В современных словарях это немецкое слово трактуется как знамя. Но если углубиться в историю, штандарты поведут нас в армию Древнего Рима. Изначально штандарт – общее название для отличительных знаков римских легионов или их подразделений, служивших тактическими направляющими знаками, знаками места сбора и выполнявших функции боевого знамени, а также имевших сакральное значение. Орел по-латински «аквила» – главное знамя и самая почитаемая святыня легиона. Потеря аквилы считалась ужасным бесчестием. Легион, утративший аквилу, расформировывался. Легионный орел в сражении особо охранялся первой когортой под руководством центуриона Примипила. Непосредственно держал знаменосец легиона Аквилифер, несущий орла, второй человек в когорте.
В римских войсках имелось 6 видов штандартов, но главным был орел. Впоследствии штандарты перенимались армиями других народов, но объединяющее сакральное значение сохранялось. Я думаю, что вполне вероятно, скорее всего, он действительно был штандартом, и для этого нужно насадить было на древко, сделать дырку, поставить древко. Так что я думаю, что это вполне вероятно, потому что дырки для... Если он сосуд, то дырки быть не должно. Для водолея, конечно. Так, водолей тут есть прикреплялись крышечки, тут все, в общем, примерно объясняемо. А это для... Но изначально он, конечно, водолей. Изначально он в качестве штандарта не делался. Он потом стал штандартом. Ну, то, что это штандарт, это очевидно, потому что вверху вот эти дужки, то, что я вот показывал. Значит, внизу отверстие для вот самого древка штандарта. Вверху, значит, скобы для того, чтобы вставлялся, значит, вот эти вот спицы, на которых висели бы кисти. Ножки передние спаяны, а задние разведены, чтобы свободно проходила древко. Был контакт ингушей с арабами. И он не был конфликтным, я хочу сказать. Если же бы это был трофей, то его бы, наверное, долго не держали. Выкинули бы, или даже вот. Это была реликвия такая, то есть, не которые молились, а которые почитали, как штандарт. И создание древнего арабского орла со сложенными крыльями не случайно. Существует старинное произведение известного ученого-богослова и писателя Фурати «Кырксюаль» или «40 вопросов иудейских ученых пророку Мухаммеду». В 6 главе этой книги описывается небесная птица со сложенными крыльями. Мухаммед, скажи о небесной птице, а также о том, что заключается на 7 небе, откуда истекает милость Божия на лице земли. Славный пророк, благословение и мир над ним Аллаха, в ответ сказал: истинный и Всевышний Бог сотворил на 7 небе колонну из зеленого изумруда с одним сводом из белого жемчуга. На той колонне находится птица. Самыми разнообразными драгоценными камнями унизаны 1500 перьев той птицы. На каждом крыле ее зелеными литерами изображено, во-первых, во имя Бога милостивого и милосердного, во-вторых, нет Бога, кроме Бога, Мухаммед – пророк Божий. Каждодневно во время 5 времен намазов небесная птица распускает свои крылья и ударяет ими друг о друга. Рай наполняется шумом от крика птицы. Райские девы Гурии во дворцах, на балконах, на лестницах, подняв головы, сообщают друг другу радостную весть, что вот теперь последователи Мухаммеда совершают намаз. На шее орла Сулеймана выгравирована надпись на арабском языке: «Во имя Аллаха Всемилостивого, Всемилосердного», с которой и начинается молитва во время 5-кратного намаза. Именно образ райской птицы, видимо, лег в основу создания этого уникального памятника искусства. Но независимо от того, чем руководствовался автор, орел Сулеймана на сегодняшний день – это символ Ингушетии. Лами мягко хозах долдак, даляца улхаг алгайчи, курьялыш нипху хайдаху, дни меллат яхуг алгайчи, Аллах дел нипсбаг алгайчин, везен дел яхиг алгайчи, Аллах дел нипсбаг алгайчин, везен дел яхиг алгайчи, лахт даттал яхка ячонеш, мастагаш хадига яреш, ازدي خلب حاكي راح قنقش جرليخ بوخ بيغارش الله ديال نتباغ الغيشن جرليخ نتباغ الغيشن الله ديال نتباغ